Уйгуры Монгольской империи. Юань-Ши. Хроники династии Юань. Том 134. Жизнеописание 21. Уйгур Сибан, дипломат, спасает Монгольскую империю Юань. Сибан, уйгур. Отец его Кэли Беганчи имел рост 8 чи, умом и отвагой превосходил других. Услышав, что Чингисхан Тайцзу предпринял северный поход, возглавил войска и пришел с готовностью. Участвовал в походе на мусульманские страны, многократно совершал подвиги. Чингисхан хотел щедро наградить его, но он сам попросил назначить его Даругачи наместником в городе Куньлю своего уйгурского государства. Чингисхан согласился с этим, а также пожаловал 200 земледельческих дворов. Затем он умер. Сибан служил в резиденции будущего императора Хубилая Шиззо, когда тот был еще наследником. Хубилай назначил его старшим Битикчи. В первый год Чжунтун 1260 год был назначен Даругачи области Чжэндэн. Затем переведен министром финансов, Чжалухуачи главным судьей управления императорским кланом. Во время мятежа Арик-Буги император приказал Сибану отправиться в Хэси для надзора за доставкой провианта армии. На обратном пути к северу от Си-Цзина узнал, что Темникаши Темур и другие собирают воинов, чтобы присоединиться к Арик-Буге. Сибан, превысив полномочия, объявил их войскам приказ следовать в ставку императора Хубилая. Аши Темур колебался и не мог решиться. Сибан подробно разъяснил ему суть дела и сказал: «Император – старший брат, Арик-Буга – младший брат. Следовать за старшим братом – это правильное дело. Так в чем же сомневаться?» Аши Темур и другие попросили обсудить это ночью, договорившись дать ответ на следующий день. И выставили охрану вокруг Сибана в ожидании. На следующее утро они явились и сказали: «Последуем твоим советам». Сибан, действуя по обстоятельствам, немедленно выдал их войскам провиант и жалование из запасов Си-Цзина. И затем повел их к императору. Представ перед императором, Сибан доложил все. Император вздохнул и сказал: «На поле боя получи помощь даже одного человека, и это уже полезно». А Сибан привел 20 тысяч воинов, разве его заслуга мала? Когда Хайду, внук Угадея, поднял мятеж, император Хубилай устроил большой смотр войскам, собираясь выступить против него. Сначала он приказал Сибану отправиться послом к Хайду, чтобы заставить его прекратить военные действия, установить форпост и явиться ко двору. Сибан прибыл к Хайду, передал императорский указ и разъяснил ему его суть. Хайду подчинился приказу, уже отводил войска и учреждал форпост, когда войска первого министра Антуна разгромили отряды князя Хэха и полностью захватили их обозы. Хайду испугался и собирался бежать. Он сказал Сибану: «Мне не составило бы труда убить тебя. Но помни, что мой отец Мунке получал от тебя наставления в книжной премудрости, я отпущу тебя. Сообщи императору о деле с Антуном, вина не на мне». Сибан доложил об этом. Император сказал: «Твои слова верны». Предыдущие визитеры также говорили об этом. Вскоре Сибана назначили правым ченсином премьер-министра Центральной канцелярии, ведающим обсуждением государственных дел, и выдали за него замуж княжну, дочь Хубилая, принцессу Булучжень Булуган Хатун. На следующий год вновь послали к Хайду, приказывая ему вернуться с покорностью. И Сибан сказал: «Если не последуешь за мной, разве сможешь противостоять войскам князей и иноземной армии?» Хайду, сославшись на страх смерти, ответил, что не смеет. Выполняя посольскую миссию, Сибан провел в хлопотах 3 года. Его глаза были ослеплены ветром и песком, а в то время ему уже было 70 лет. Император назначил его главным академиком Ханьлинь, повелел выплачивать полное жалование для пропитания в старости. Он умер в возрасте 89 лет. Сын его, Уласами, на 23-й год эры Чжуань 1286 год получил назначение на должность Сюаньвэйши, военный комиссар Чжэдуна. В Чжэдуне поднялись разбойники, поделывали императорские печати, самовольно провозгласили своего предводителя великим князем незринутым небом. Уласами подавил их. Затем он был переведен на усмирение Гуанси, где мятежники из племени Дунман во главе с Ло Тянью подняли смуту. Уласами призвал их к покорности и усмирил их. Умер в возрасте 69 лет. Сын его Иоджу, на 3-й год эры Чжэда 1310 год, получил должность начальника придворного управления снабжения. Некий вор похитил императорский пояс покойного Хубилая. Была назначена награда в 5000 дин за поимку вора. Йоджу поймал его, и вор был казнен. Йоджу отказался от награды. Император Хайсану Цзун, восхищенный его скромностью, пожаловал ему 1000 дин.
Йоджу дослужился до чина рангом Цезун Лудафу, высший чиновник первого ранга, и должности Чжелухачи, главный судья управления императорским кланом.